Ребятки, зацепил. Все равно в травюшке я выцепил. В грязной траве, ребятки. Щукаридзу небольшую. Ребятки, всем привет. Только, ребята, час назад было солнце. Сейчас, пожалуйста, гроза. Приехал на сплав по щуке попробовать. Подачка такая, залез подачку. Лодку перевернул, вечер там баннером куском накрыл. Короче, жду, ребят, пока. Может, что и надует, пройдет. Ну, это вообще капец. Как будто преследует погода. Не знаю. Пока ждем маленько, я думаю, может. Сижу уже полчасика. Дождь только усиливается, ветра нету. Затянуло, короче, конкретно, ребят. Там все полностью. Такие ручьи уже пошли по дороге. Это труба. Не знаю. Машина уехала. Так что будем ждать, я думаю. Где-то час я, наверное, постоял. Дождь, ну, так и не успокаивается. Чуть-чуть меньше стал. Столько воды вон на лодке уже. Будем дальше качаться, я думаю, что. Вариков нету. Жалко выходной терять. Кстати, река, ребят, даже с руслом даже не пахнет. Метр-полтора, наверное, в русле. Ну, время такое, в середине июля, ребят, ну, я думаю, щука должна же клевать уже, а? Что же погода в этом году, блядь? Зверь, блядь. Есть ли труба? Раз. Самодельные, ребята, удочки. Не знаю, но это тоже, наверное, отходило уже. Для мотора еще место есть. Два. И вот третья там лежит. Борщевики, блядь. Вот еще одна. Старые лодочки. Три штучки. И трупа, и борщевик этот вонючий, блядь. От которого избавиться никто не может. Вот такая лодочка. На моторе. А очень, ребят, быстрая. На Печоре знаю, как камячки называются. Ну, раза в два, наверное, длиннее они. Там до 6 метров камячки идут. Ход у них, ребят, я вам скажу, жесткий вообще. Не знаю, что, вещи спустил. Буду садиться, наверное, плыть. Мама, утро. Что-то кружилось. А, тут не надо. Ну, что ты переживаешь? Не буду я трогать твой хутяк. Она сейчас берет внимание на себя. А не вывода где-то здесь, ребят, получается. Потому что не отлетает нифига. Иди спокойно. Кстати, ребят, плыву сейчас. Вот я тут в прошлом году хорюска мелкого в дербане. Вот что выдает. Вывода где-то здесь, короче, и выдает. И хорюзок плещется мелкий. Все, ребят, поставил блесну, вертуху. Мэпс, которую выдавала в прошлом году, и буду пробовать на нее. Плыть придется все равно, что стою мокну, чтобы плыть. Вещи под баннер засуну. Он с уточкой сейчас пообщаемся. Смотрел предыдущее видео до этого, где сплавлялись, доплыли мы до деревни Горькийская. Вот эта деревня, вот она на берегу прям стоит. Такая не маленькая деревня, я вам бы сказал. Ну, сюда вот приезжаем, я выше, на зимнюю рыбалку. Получается. Сейчас буду плыть вниз до еще одной деревни. Возможно, там слезу. Может, если погодка наладится, хотя что-то вот там какие-то уже пробрысы идут. Возможно, не будет даже. Я надел сегодня энцефалитку. Энцефалитка что хорошо, она плотная, она намокает долго, но все равно, ребята, она намокает со временем. И она становится такая твердая и сохнет. Сохнуть будет очень долго. Такая, ребят, деревня, лодочки стоят тут. И тут в основном уже пенсионеры живут. Дождик так и идет. Более-менее уже успокоился. Может, что-нибудь получится. Солнышко. Это уже радует. Это уже здоровски. Начинает сохнуть потихоньку. Был выход окуня. Ну, засек его, перекинул через лодку. Короче, так дернул его маленько через лодку. Вода большая, ребят. Вода просто проточная. Нет ни травинок, все под водой, ни тишинок каких-то. Вспоминаю вот где-то какие-то бровки вот прошлого года и как-то
стараюсь их обкидывать, потому что, ну, просто вот ничего не видно, просто большое течение и грязь плывет, всякая трава, листья. Ну, что-то колдую, не знаю. Ребятки, вымутил одного. Выходил он и вымутился. Вот так. Ребятки, зацепил. Все равно в травюшке я выцепил. В грязной траве, ребятки. Еще коридзу небольшую. Да, тормознул перекусить маленько. Уже как на работу пошел, домой приехал. Вот. Сразу поехал, то бишь не обедал, ничего не ел. Чайку с термоса. Ребята, все в курсе, все используют этот сумку-холодильник, да, ребят? Ну и уже все взрослые, все знают, что индикатор холода туда можно ложить правильно. Я вот, ребят, использую баночку замораживаю льда. Ложу туда. Вообще четкая тема, в принципе, вообще хватает. Немного перекусим. Колбаски. Хлебушек черненький. Перчик, колбаски, чуть нарежем, курчика с солью хаванем. Ну и будет нормально. Третий окунявый. Поставил маленького типа, и вот на него хватает. Может, надо было раньше. Ну, поклевки были на вертуху, вот этот 4 номер, но он большой и походу не стекся. А вот тут тройнички маленькие, и вот два штуки подряд. Так, ребятки, ну что, над ними наши тучи опять. Походу будет дождь. Вот доплываю до первой точки, где я могу вылезти в этих местах. Ну, где я могу машину вызвать, позвонить, чтобы за мной приехать. Дальше, если я пойду, то там еще надо будет 2 часов, наверное, будет. Так что я не знаю, сейчас буду думать. Результат такой: щучка, 3 окуня, ну и пара окуней выходила, сходы были. По поводу щуки вообще тишина. Вот одна залетная хапанула на вертушку. Сейчас опять поставим вертушку, потому что крен кузов мелкий, но он кидается на 5 метров максимум, 10. Не очень удобно. Так что не знаю, ребят, сейчас будем думать. Сами, ребята, дождик пошел. Все, парняга за мной приехал, успел. Собираю вещи. Добыто 3 окуня. Окунь, в принципе, неплохой. По грамм 150. Одна щучка. Это была как бы разведочка. Вода еще большая. 17 июля. Когда после дождей штурмуем по тихой грусти подъемчик. Тут хоть щебень есть, серию вторую, да, в байнах, на ходах. Вот я также на второй тут раз поднял. На первый все.
3000 оборотов и хорошая. Я понял, она будет пробуксовывать. Да. А тут она хоть пореже, почаще. Давай, родимая, блядь. Серила за неделю. Дядя Саша, видишь, тут машину оставляет, пешком ходит. Что, тоже что ли? Где вот там дача? Первый, нахуй. Блять, это такой его клюк. Что, назад чуть-чуть? Я думаю, не стоит. Понимаешь? Давай на первый потихоньку. Там щебень, он должен цепиться. Прошла, родная. Такой подъем лютый был. Show me the